Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Поспорить с тем, что практически у каждого человека есть свое мнение, сложно. Мы основываемся своими убеждениями и предпочтениями в личном пространстве. Высказываем свою точку зрения близким, друзьям, приватному окружению. Принимая важные решения, часто хотим узнать мнение тех, кто соприкасается в жизни с нами. Но далеко не каждый из нас задумывается о том, что наше мнение может и должно учитываться при принятии различных решений властями, как на местном, так и на вышестоящем уровне. Что такое общественное мнение, кто его представляет и имеет ли оно какой-то вес для властных структур? Об этом наша сегодняшняя передача из цикла «Альтернативы». Если считать, что анекдот – это некоторое отражение общественных настроений и руководствоваться этим, то юмористический диалог о том, что такое общественное мнение, обрисовывает картину этой темы. Встречаются Сара и Бетти. Сара, ой, ты представляешь, меня сегодня на улице корреспондент спросила, что такое общественное мнение. И что ты ей ответила? Я таки не знала, что сказать. Неумная ты женщина, Бетти, ведь общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивали. Мнение тех, кого не спрашивали, если судить по анекдоту, мы решили узнать на улицах Рыбницы. Знаете ли вы, что такое общественное мнение? Знаю. Что это такое? Ну, мнение общества по какому-то, в отношении какого-то вопроса. Взять 100 человек, спросить, что они думают по этому поводу и сделать вывод. Ну, общество, ну да, спрашивают. Ну, я даже не знаю, я растерялся. Ну, я уже ответила за тебя. Значит, мнение многих. Общественное мнение – это мнение всех людей, проживающих в нашей республике, так сказать, глобальное мнение. Как вы думаете, кто представляет ваше мнение, мнение общественности в органах местной власти? Должны депутаты представлять. Исключительно депутаты, потому что они доносят. Народ их выбирает, они доверяют им, они должны озвучивать. Сейчас образовалась общественная палата. А кто еще, не знаю. Ну, я не знаю, наверное, какой-то совет. Совет депутатов, я не знаю, ну, может, общий какой-то совет. Ну, видимо, руководство. Есть такие организации. Представляет общественное мнение. А как вы думаете, вот ваше мнение, мнение общественности учитывается при принятии решений органами местной власти? Мы надеемся, но мы не можем этого знать. Думаю, нет. Я думаю, что да. Конечно. Ну, как бы да. Я думаю, по-любому считаться должны с людьми. Должно учитываться. Но не знаю, учитывается или нет, но должно. Надеюсь, да. Депутат должен представлять наши интересы, или член общественной палаты должен как-то тоже учитывать, что мы хотим, и выражать наши интересы. Общественные неправительственные организации, различные социальные объединения. Все эти формирования выражают интересы народа. Одной из таких структур является Общественный совет, который действует в Приднестровье. В него входят представители общественности. Общественный совет формируется следующим образом. Значит, по положению так было у нас. 6 человек формирует, назначает глава госадминистрации по согласованию с горрайсоветом. Обычно это люди, которые представляют общество какое-то, общество инвалидов, общество русское, украинское, да, представители. Не всегда входит председатель, а именно представители общественных организаций. Потому что они представляют определенный круг людей, и мнение этих людей они должны знать, раз они в этом обществе работают. 6 человек, других 6 человек, выбирают на конференции общественных представителей, ну, общества нашего города и района. Выбирают их тайным голосованием. Вот. Затем эти 12 человек выбирают себе председателя и заместителя.
Общественный совет имеет внутренний устав, и за ним государственные органы закрепляют определенные полномочия. По словам бывшего председателя организации, раньше работа в совете велась по 3 направлениям: изучение общественного мнения, экспертиза нормативно-правовых актов, которые издавались на территории Приднестровья, и общественный контроль деятельности органов власти и их структур. Свое мнение мы высказываем, но насколько оно влияет на принятие решения окончательное, ну, это другой вопрос. Наиболее ярко это видно по общественной палате, потому что там в общественном совете, я хочу вам сказать, что мы, в общем-то, работали очень плодотворно, и не сказать, что у нас были какие-то противоречия такие существенные. Вот рассматривали вопрос о реорганизации школ, например. Вот сократить ту школу, одну, другую, третью. Была комиссия, мы участвовали, активно участвовали в этом. И насколько могли, насколько было возможно, мы сохранили школы. Анатолий Федорович, вы сказали о том, что общественный совет как-то выдвинул такую идею, скажем так, чтобы мэром города все-таки был человек, которого избирали в городе и в районе. Да. Почему ваше мнение общественного совета так и не смогло повлиять на это решение? Ну, потому что мы не влияем на решение, мы наблюдаем и рекомендуем, и все. В 2017 году общественные советы были образованы при государственных администрациях городов и районов Приднестровья. В Рыбнице в состав этой организации вошли представители общественных организаций города и района. Я считаю, что общественные советы, созданные при государственных администрациях городов и районов, в данном случае при государственной администрации города Рыбницы и Рыбницкого района, мы будем, я считаю, что тесно взаимодействовать с государственной администрацией и постараемся осуществить то, чтобы граждане города Рыбницы и Рыбницкого района обращались к нам на прием. То есть мы будем обращаться к главе госадминистрации с проблемами, с заключениями, мониторингом того, что обращаются граждане. Будем говорить о тех проблемах, которые действуют и существуют на сегодняшний день. При госадминистрации, также сайте государственной администрации города Рыбница, создан сайт общественного совета. И мы хотим, чтобы на этом сайте осуществлялся, будет каждый четверг мы будем проводить прием с 15 до 18:00. Прием буду проводить в первую очередь это я, также будет проводить мой заместитель и председатели комиссии будут проводить прием. После того, как мы будем проводить прием, будут выслушаны мнения граждан, будут определены вопросы, круг вопросов, и мы в дальнейшем расскажем, чем будем заниматься. Общественный совет в данные 3 года, на которые мы избраны. Общественный совет – это как раз еще один посредник, когда-то созданный. Это любая инициатива приветствуется, когда народ образовывает какие-то советы общественные, гражданская, это гражданская позиция, инициатива, и также само контролирует и работу депутатов, и работу исполнительной власти, и это только контрольные функции, но он еще должен представлять какие-то представительные функции. Как правило, общественный совет, по идее, как он закладывался, по своей, скажем, функциональности, избирает людей активных, самых активных, с каких-то общественных организаций, уже созданных, действующих, с большой гражданской позицией людей. Часть там избирается вот таким вот образом через гражданские общества. Уже существующие у нас в городе очень много общественных объединений, общественных организаций разного толка. И общество слепых, и защитники. Вот оттуда людей, которые живут этими обществами. Общественные советы – это площадка для гражданского диалога с властью. Такой диалог необходим как для общества, так и для представителей власти. В странах Европы накоплен большой опыт взаимодействия государственных органов и организаций гражданского общества. Например, в Польше тесный контакт с гражданами является важным компонентом эффективного управления. Пережившая кризис и нищету в начале 90-х, Польша смогла не просто выжить, но и развить экономику до 4-го места в ЕС.
По мнению поляков, все просто. Больше конкретных действий и меньше популизма в политике. Все изменилось с приходом европейских инвестиций и эффективного менеджмента в управлении административными единицами. Войт гмины Верховица Лех Бойко возглавляет местную администрацию 3-й срок подряд. И по себе знает, насколько важно правильно излагать и продвигать свои идеи, чтобы получить нужный результат. В окресе программирования 2007-2013 наша администрация в период планирования бюджета Европейского Союза 2007-2013 активно приступила к написанию проектов, чтобы получить финансы. Но, к сожалению, наши проекты были хорошо написаны, но все равно они не были оценены очень высоко, и мы в первом этапе не получили никаких финансов из Европейского Союза. Необходимо было длительное время и много еще работы, чтобы научиться идеально писать проекты. Мы этого достигли и спустя пару лет начали проводить у себя проекты. За последние несколько лет при помощи европейских грантов в гмине были построены или отремонтированы практически все дороги и социально значимые объекты. По мнению руководителя городской администрации гмины Хрубешев Анджея Серафин, работа по привлечению инвестиций была бы невозможна без инициативы самих граждан. Dodam jeszcze, że chęć pozyskania tych pieniędzy zewnętrznych. Различные инициативы, которые у нас за последний период были реализованы, это инициативы организаций и жителей. Люди находили желание, мы оказывали им помощь. То есть без желания инициативы наших жителей, то ничего это бы не создано. Nikt nic za darmo nie daje. Тесный контакт властей с гражданами войт гмины Закшувек Гжегош Лемеха считает самым важным компонентом управления. Najważniejsze to wsłuchać się w głos mieszkańców mojej gminy. Самое главное – это то, что несмотря на количество солецтв, а их у нас в гмине аж 16, я стараюсь встречаться с представителями и жителями всех солецтв регулярно, слушать, чего они хотят, какие у них нужны и потребности. Принимаю все предложения наших жителей по улучшению функционирования гмины. Принимаю также от них предложения, и они участвуют в формировании определенной части бюджета, и потом мы стараемся это все реализовать. То есть самое главное – это слушаться в голос наших жителей. Неотъемлемой составляющей польского общества и правой рукой местной администрации является неправительственный сектор. Сотрудничество НПО с властью служит для внешних инвесторов подтверждением того, что граждане – это надежный партнер для реализации совместных проектов. Гражданский сектор играет важную роль в любом демократичном государстве. В Приднестровье работают более 3000 некоммерческих организаций. Руководитель Рыбницкой НКО «Тринити» сегодня входит в состав местного общественного совета и плодотворно сотрудничает с городской администрацией. Взаимодействие, конечно, есть. В частности, государственная администрация, например, города Рыбница, выделила безвозмездное пользование нам помещение общей площадью более 100 метров, сроком на 5 лет. И это огромная помощь, потому что у нас появилось очень, с одной стороны, много места, с другой стороны, мы экономим наши ресурсы для того, чтобы перераспределить их на другие потребности. Специалисты говорят, что для того, чтобы гражданское общество развивалось и эффективно отстаивало свои интересы, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности некоммерческих организаций. В Молдове после подписания соглашения об ассоциации с ЕС одним из важных аспектов в политике стала стратегия развития гражданского общества. О том, что изменилось в этом направлении, какие условия создаются для продуктивной работы неправительственных организаций, рассказал исполнительный директор Центра «Контакт» Сергей Никовчен, который вышел с нами на связь из центральной студии «Канал Регионал» города Кишинева. Господин Никовчен, что изменилось в деятельности гражданского сектора, особенно на местном уровне, после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским Союзом? Расскажите о плюсах, минусах. После того, как Молдова подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, в принципе,
Молдова взяла на себя дополнительные обязательства в том, что касается соблюдения прав человека и непосредственно в том, что связано с развитием гражданского общества в Республике Молдова. После подписания произошло несколько важных моментов, о которых стоит упомянуть. В частности, можем сказать о том, что правительство взяло на себя дополнительные обязательства в том, что касается финансовой устойчивости неправительственных организаций. И правительство взяло на себя обязательства в том, что касается вовлечения неправительственных организаций, гражданского общества в процесс принятия решений. Что последовало за этим? То есть какие документы были приняты на местном уровне, или будем говорить о том, какие документы были приняты в Молдове? Ну, прежде всего необходимо отметить, что в принципе есть, скажем, политика, которая обуславливает развитие гражданского общества, которая называется стратегия развития гражданского общества. И эта стратегия была до 2015 года. Сейчас идет процесс разработки новой стратегии, которая будет на следующие 3 года. В принципе, в части реализации этой стратегии у нас нет больших, так скажем, достижений, но есть некоторые моменты, о которых стоит упомянуть. В частности, можно сказать о введении так называемого закона о 2%, который позволил организациям, вернее позволит, он уже начал работать, этот механизм, позволит организациям получать 2% от подоходного налога от физических лиц. Уже этот механизм был опробован вот сейчас до того момента, как подавали физические лица декларации о подоходном налоге. Посмотрим, какие результаты этого первого начинания. Но это первый хороший, так скажем, уже предварительный результат. В том числе, мое мнение, что это и включая как бы условия подписания договора об ассоциации. Следующий очень важный момент, который касается неправительственных организаций, это разработка, ну, я бы сказал, нового законодательства в том, что касается социального предпринимательства. Социальное предпринимательство – очень важный момент для неправительственных организаций, в частности для организаций, которые работают на локальном уровне. Этот документ сейчас находится на рассмотрении, он уже прошел несколько комиссий в парламенте, сейчас он на доработке в Министерстве экономики. Очень надеемся, что этот документ в скором времени будет одобрен, так скажем, парламентом и будут приняты необходимые изменения в законодательстве в том, что касается социального предпринимательства. Это тоже очень важный шаг навстречу гражданскому сектору и неправительственным организациям в Республике Молдова, который также обеспечит в том числе и финансовую устойчивость и процветание, будем так говорить, неправительственного сектора. Если говорить о том, что же произошло на местах, насколько договор об ассоциации повлиял на изменения непосредственно для местных, локальных организаций, то сложно сказать о больших каких-то изменениях. Дело в том, что локальный сектор, или неправительственный сектор на местном уровне, он реагирует на те изменения, которые происходят в частности на местном уровне. Если есть необходимость в этом секторе, если происходят какие-то изменения, если местная власть нуждается в сильном гражданском обществе на местах, тогда гражданское общество на местном уровне реагирует на эти моменты и очень быстро мобилизируется. Можно только констатировать тот факт, что гражданское общество на местах стало активнее. И активнее именно в процессе участия в принятии решений. И это только радует, потому что местные организации неправительственные не только осуществляют какие-то функции социальные функции социальных услуг и так далее, а в том числе участвуют в процессе принятия решений. Это в том числе можно связать и с тем, что активизировалось или как продукт подписания договора об ассоциации. Насколько эффективнее стало учитываться общественное мнение? Общественное мнение, я хочу сказать, что достаточно активно учитывалось и до подписания. То есть Молдова, прежде чем подписать договор об ассоциации, предприняла очень много конкретных шагов для того, чтобы обеспечить доступ граждан к процессу принятия решений. В частности, можно отметить законодательство Молдовы, которое
достаточно прогрессивная в этой области, и закон о доступе к процессу принятия решений, который с 2008 года функционирует, он достаточно хорош сам по себе. И здесь необходимо отметить, что если говорить опять же о национальном уровне, то этот закон обеспечил функционирование и деятельность 2 мандатов Национального совета по участию. Очень активно велась все время работа и сотрудничество на национальном уровне с парламентом Республики Молдова. Очень активно работали всякие межведомственные группы, в том числе рабочие группы при министерствах, где гражданское общество принимало активное участие. То есть нельзя сказать, что договор, так скажем, предоставил что-то новое. Но если говорить о том, что произошло, изменилось или нет, то, наверное, если говорить о динамике участия, то, наверное, ничего не поменялось. Можно даже отметить, что в 2015 году динамика участия она снизилась в какой-то мере, да? То есть и динамика участия. Сейчас она опять набирает свои обороты, динамика участия в неправительственных организациях в процессе принятия решений. Можно говорить о том, что она где-то сравнялась с уровнем 2014-2013 года, если так, в принципе, говорить. Что происходит на региональном уровне, на местном уровне, ситуация, в принципе, особенно не поменялась никак. То есть, как я уже отметил, нас радует тот момент, что появляются новые организации, появляются организации, которые готовы влиять на процесс принятия решений. Но опять же, все зависит от финансовой устойчивости, от организации, их способностей, институциональных и организационных способностей влиять на эти процессы и участвовать в этих процессах. Здесь, к сожалению, еще очень большие проблемы. Но так или иначе, есть достаточно много организаций, готовых участвовать. И вот буквально можно отметить, что вот в проекте, который мы реализуем, да, Центр «Контакт», организации, с которыми мы работаем на локальном уровне, достаточно активны и проявляют свою активность и добиваются неплохих результатов. Нас это только радует. На примере одной из общественных организаций расскажите, как упростилась связь и взаимосвязь с органами местной власти в ходе реализации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Что касается реализации договора об ассоциации на местном уровне, как оно улучшилось на местном уровне, и если тут конкретно назвать организацию, достаточно сложно, потому что, в принципе, можно говорить только о влиянии пока национальных организаций на этот процесс. Но если говорить о региональных организациях, то я бы не стал отмечать, чтобы не делать какую-то конкретную рекламу какой-то организации, но вот в частности можно отметить те организации, которые работают в Чемишли. Вот у нас есть там наши коллеги очень хорошие. Организации, которые работают в Камрате, в Гагаузии. Я имею в виду локальный уровень. Организации, которые работают в Криулянах. Организации, которые работают в Бельцах. Это организации, которые сделали очень серьезный шаг вперед, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег, сделали очень серьезный шаг в том, что касается участия в процессе принятия решений на местном уровне. Собственно говоря, чем больше организаций местные участвуют в процессе принятия решений, чем больше они работают в направлении того, чтобы сделать местную администрацию, местную власть более ответственной, более прозрачной. Если когда мы говорим о борьбе с коррупцией и о предотвращении коррупции на местном уровне, чем больше активных организаций в этом направлении, тем больше можем говорить о том, что местные организации вовлечены в процесс реализации договора об ассоциации. Потому что договор об ассоциации именно это и приветствует. То есть он построен на том, чтобы гражданское общество как можно больше было активно в плане того, чтобы выполнять свою важную роль. Это роль watchdog, это роль сторожевого пса, который следит за правительственным, за местным правительством в частности, за тем, как оно функционирует, насколько оно прозрачно,
следить за тем, насколько чиновники, которые находятся у власти, насколько они, так скажем, честные, насколько они не коррумпированы и так далее, и так далее. То есть это важный процесс. Чем больше организаций вовлечены в этот процесс местных, тем больше мы можем говорить о том, что мы реализуем договор об ассоциации с Евросоюзом. Как вы считаете, местные власти заинтересованы в том, чтобы общественные организации, гражданский сектор участвовали в принятии решений активно? Я, к сожалению, не взял с собой данные статистики. Статистики, я имею в виду цифр, которые у нас есть, но я сейчас попытаюсь на память. Наши исследования в тех населенных пунктах, в тех регионах, где мы работаем, показывают позитивную тенденцию. Она связана с тем, что местные власти сейчас абсолютно 100%, это достаточно оптимистичный для нас результат, уверены в том, что гражданское общество есть необходимость. То есть никто из местных властей не говорит о том, что гражданское общество это что-то ненужное или это что-то, чего можно избежать, и то, с чем не обязательно сотрудничать и работать. То есть практически все местные власти, с которыми мы работаем, в унисон говорят о том, что есть необходимость гражданского общества, и в частности, что нас особенно радует, они указаны на то, что важную роль, которую гражданское общество исполняет на местном уровне, это участие в жизни сообщества. И участие не только в прямое, которое выражалось и раньше, и которое приветствовалось в свое время местными властями, которое выражалось при привлечении инвестиций в регионы, в населенные пункты, в реализации достаточно большого спектра социальных услуг, вовлечение общественных организаций в проекты инфраструктуры и так далее, и так далее. То есть раньше гражданское общество именно только в этом свете виделось. Сейчас местная власть уже немножко по-другому смотрит на вещи и считает, что когда речь идет о принятии решений на местном уровне, когда речь идет о реализации местных политик, когда речь идет о разработке местных политик в различных областях деятельности, они считают, что гражданское общество должно быть более активным, и они готовы к сотрудничеству. Это для нас очень радует. Мы считаем, что если уж говорить о теме сегодняшней передачи, в том числе о договоре об ассоциации, можно говорить в том случае и также о том, что этот договор стимулировал каким-то образом это новое видение, что ли, местной власти. Желание открыться и желание работать с местными организациями. Но, как я уже отметил, желание есть. Но гражданское общество пока что не успевает. Вот это и есть проблема. Есть некоторые населенные пункты, где гражданское общество активное, и оно проактивное. То есть оно выступает инициатором дискуссий, инициатором обсуждений проблем, выходит с идеями, с проектами местных политик и так далее. А в других местах местная власть, если она более активная, то в основном сталкивается с проблемой пассивности гражданского общества. И вот такая ситуация, к сожалению, в большинстве населенных пунктов и районах. Поэтому мы пока еще рано говорить о том, что гражданское общество достаточно активно и готово к этому диалогу, вот такому другого уровня. То есть мы не говорим о диалоге просто связанном с «давайте найдем деньги допустим, для реализации проекта строительства дорог». Нет, речь идет о немножко другом уровне, о уровне дебатов, о уровне обсуждений, на местных масс-медиа и так далее. Пока что гражданское общество готовится к этому, и возможности и способности пока еще оставляют желать лучшего. Это проблема. Как преодолеть эту проблему? Эту проблему мы решаем, Центр «Контакт», наши коллеги из других организаций, мы уверены, что эту проблему можно решить только решив проблемы, собственно говоря, гражданского общества, которых стоит упомянуть еще раз. Одна из проблем связана с устойчивостью гражданского общества. Чтобы кто-то не подумал, что гражданское общество — это что-то аморфное, это все граждане, да, но это гражданское общество представлено конкретными общественными организациями, да, неправительственными организациями, которые являются живыми организмами, которые нуждаются в ресурсах для своей деятельности, в ресурсах финансовых, человеческих и так далее. На одном волонтерстве и желании
очень сложно иногда протянуть. Поэтому первое, что нужно сделать, это обеспечить функциональность общественных организаций. Функциональность через вот эту устойчивость, через финансовую стабильность. И первый шаг, как я уже сказал, был сделан. Маленький шаг, но он уже, надеюсь, что покажет свои результаты в следующем году. Это вот этот закон, так называемый, о 2%, который обеспечит частично финансовую устойчивость организаций. Также необходимо отметить, что пока что общественные организации, и в особенности на местном уровне, ну, так скажем, не имеют большой поддержки от местных властей в том, что касается финансовой поддержки и так далее. Нас радуют те случаи, когда вот общественные организации активные, и местная власть идет не просто, вот как я сказал, декларативно нам нужна общественная организация, а делает все возможное для того, чтобы обеспечить такие организации помещением, допустим. Да? Вот для местных организаций это очень актуально. Помещение, обеспечить какие-то административные расходы минимальные, да, для того, чтобы организация функционировала. Это очень важный момент, который обеспечивает устойчивость, вот эту функциональность организации. Так, чем больше будет таких возможностей, и чем больше государство, власть на местах, на национальном уровне сможет обеспечить функциональность общественных организаций, тем больше шансов, что мы сможем обеспечить влияние гражданского общества на то, что происходит. В противном случае, если мы будем надеяться только на поддержку иностранных доноров, иностранные проекты и так далее, ситуация, к сожалению, развиваться не будет. То есть она будет только стагнировать. Это уже факт. Поэтому нам нужно изыскать средства внутри страны. Это проблема всех отраслей, но это и проблема в том числе и гражданского общества. То есть изыскать средства здесь внутри страны. И для этого нам нужно, чтобы правительство, местная власть открылась, была более открытой к диалогу по этому вопросу. И еще один важный вопрос — это человеческие ресурсы, люди. То есть люди, как и везде во всех отраслях, очень много людей уезжает. Найти хороших, активных людей, которые готовы бороться за права других, за свои права, не так-то легко, а в особенности на местном уровне. Поэтому от этого страдают многие организации, от отсутствия и недостаточности таких активных людей, готовых работать. Это вот такие две важные проблемы, которые нужно решить, и которые мы решаем. Мы решаем и постепенно, потихоньку, то есть через наши инициативы, в том числе через наше влияние на правительство и через политики, которые мы разрабатываем совместно с другими нашими коллегами. С нами на связи была центральная студия канала «Регионал» города Кишинева и ее гость, исполнительный директор Центра «Контакт» Сергей Миковчин. Примером активной совместной работы органов власти и институтов гражданского общества на республиканском уровне в Приднестровье является создание общественной палаты, посредством которой осуществляется тесное взаимодействие с общественностью. В мае текущего года Верховным Советом Приднестровья утверждены законопроекты об общественной палате ПМР и об основах общественного контроля. Сегодня этот законопроект активно обсуждается. Есть депутаты, которые выступают против такого органа как такового, и также имеется мнение, что выборность в эту организацию носит скорее декларативное понятие. Одно из категоричных мнений на эту тему высказал в социальной сети Facebook депутат Верховного Совета Приднестровья Илья Васильев. Цитата. «В состоящей из 34 членов Общественной палате 10 представителей от президента, 15 от глав госадминистраций и городских советов, 9 от общественной организации, возглавляемой президентом. В результате получаем не диалог государства с гражданами, а монолог, который государство ведет само с собой. В итоге Общественная палата выступает одновременно и как ширма, отделяющая власть от общества, и как кривое зеркало действительности», написал депутат. Пока ведутся споры об Общественной палате, в городах Приднестровья уже сформированы общественные советы, куда входят представители местных социальных организаций. По мнению председателя Рыбницкого общественного совета, для более продуктивной работы следовало бы расширить полномочия этой организации. Я считаю, что на сегодняшний день создано не так уж и много полномочий, и я думаю, что желательно было бы, чтобы было больше полномочий для того, чтобы мы могли представлять общество в государстве. Я все-таки считаю, что может быть не то, что закон, может поправки какие-либо в закон о том, чтобы общественному совету расширить ряд определенных полномочий, чтобы мы более воздействовали, имели какие-то полномочия о том, чтобы нам отвечали на различные запросы, наши рекомендации, на наши заключения.
И если говорить об общественном мнении и о его влиянии в принятии важных решений властями, то кто, как не избранники народом, представляют и отстаивают это самое мнение. Депутатам местного и Верховного Совета необходимо знать, отстаивать и решать проблемы и пожелания своих избирателей. Мнение избирателей, мнение жителей очень сильно влияет на мнение при принятии решений. И это я вас уверяю всех избирателей. Нужна только ваша позиция, нужна ваша инициатива, нужна ваше желание поменять что-то. Никто не придет, не сделает за вас ничего. Только когда вы встанете, хотя бы возьмете ручку и напишите заявление или нарисуйте проблематику и занесете к депутату, либо придете к нему на прием, даже уже идите к главе, только тогда начнет что-то двигаться, и то не сразу. Но мнение должно, обязано и по закону и так, оно очень сильно влияет. Я вас уверяю, когда проблематика поднимается, она оказывает решающее воздействие, когда общество поднимается и говорит, что нет, общество хочет вот так, а не как хочет власть. Поэтому используйте свои права, права вам даны. По словам Вадима Кравчука, избиратели часто не задумываются, что депутаты – это люди, уполномоченные представлять интересы жителей как на заседаниях горсоветов, так и в различных организациях, в том числе и государственных. Я просто прошу граждан, избирателей, жителей города, будьте немножко активнее. На самом деле вас там немножко сложнее услышать. Когда депутат будет биться за вас, это будет намного эффективнее. Депутат является посредником между властью и избирателем. Это его основная функция, просто она там в законах так замысловато вся написана, кто-то, что-то, какие-то полномочия, но на самом деле это обычный посредник, который обязан и который взял на себя обязательство представлять ваши интересы, ваши проблемы во власти. Депутат Верховного Совета сделал акцент на том, что коллективные жалобы и рекомендации решаются намного быстрее и эффективнее, чем проблемы личного характера. Много примеров. И по дорогам есть, и по освещению есть. Коллективная, вместе инициатива снизу всегда решается намного быстрее. Я даже сортирую обращение ко мне. Если у меня идет коллективное обращение, я реагирую мгновенно. Когда одно обращение, мне нужно еще проверить, а действительно оно соответствует, не соответствует действительности. А это все время. Пока я проверю, пока сделаю запросы, пока мои помощники, либо я съезжу. А когда коллективно, я уже понимаю, если там 20-30 подписей, я понимаю, что эта проблема все-таки глобальная, серьезная, ее надо решать мгновенно. Чтобы более тесно наладить связь с избирателями, Вадим Кравчук решил создать общественный совет своего избирательного округа. Вообще это нонсенс для нашего города. Есть такая практика в республике у одного из депутатов Верховного Совета. Я это воспринимаю очень хорошо. Это говорит о том, что связи депутата с избирательным округом будут расширяться. Расширяться конкретно уже на каждом избирательном участке. Вещь очень нужная, потому что не охватишь все проблемы. Общественный совет – это голос народа, который будет стимулировать эту власть, напоминать им: ребята, вот закон, вот нарушение. Как тратятся деньги из бюджета, ведь это деньги налогоплательщиков. Это на самом деле очень эффективная форма, но я бы так сказала, возвращения вот в это правовое поле тех, кто, может быть, еще не понял или не решил для себя, что нужно жить по-другому. И я думаю, у нас будут очень хорошие перспективы. Интересно, мы же служим народу, мы служим своему родному городу, в конце концов мы помогаем государству. Сегодня время диктует свои правила. Взаимодействие государственных органов с общественностью – важный компонент для развития государства. Участвовать в принятии решений как на местном, так и на вышестоящих уровнях власти можно и нужно. Необходимо помнить, чтобы быть услышанным, надо как минимум высказать свою точку зрения. Тем же, кто стоит, так сказать, у руля, желательно помнить высказывание французского писателя Фредерика Бекбедера: «Интересуясь чужим мнением, ты всегда рискуешь его услышать, а услышав, ты вполне возможно должен будешь с ним считаться». Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.